Ну, давай, давай, веселей. Чё сонный такой? Небось опять полночи ноутбук свой телебонькал. А тебе ж все утро лодку надувал. Твою ж. Что ж за день такой, а? А ну, давай. Давай к берегу потащу. Погоди. Да. Сейчас. Осторожно, кровь. Сейчас я поборолся. Погоди, погоди. Ой, ты за ноги, я за ноги. Да сейчас застрял. Давай, еще чуть-чуть. Где ты его закопал? Нигде. В смысле? Он в реку упал, течение унесло. Так ты его убил или нет? Убил. А тело унесло. Да что опять не так? Вы же хотели, чтобы он исчез. Так он исчез. Ствол без регистрации. Менты, даже если его найдут, ничего доказать не смогут. Ты должен уехать. Навсегда. Повезло, пара. Тебя на вылет прошло. Но в больницу все равно надо. Но большая кровопотеря. Переохлаждение. В рану черт знает, что могло попасть, пока он в воде был. Сами можем не вытянуть. Вытянем, дед, вытянем. И не в таких случаях вытягивал. Ну так не с людьми же. Ой, что-то не похоже, чтобы он с бандитами связан был. Вроде обычный парень. Наркотики продают такие обычные парни. Вот у меня одногруппник был. Все. Готов. В смысле? Компотику принеси. Егор, я билеты купила. Мы через час уже будем выезжать. Дед, смотри. Егор Котляр. Прикинь, ему даже 18 нет. Не местный. Воды. Ему воды можно? Можно чуть-чуть. Ох, парень, напугал ты меня. Я уж думал скорую вызывать, откачивать тебя. Ну, с возвращением. Вы врач? Почти. Ветеринар на пенсии. Ты зря смеешься. Мой дед был лучшим ветеринаром. Даже безнадежных коров из того света вытаскивал. Нет, просто у меня моя знакомая тоже была почти ветеринар. Ну, давай знакомиться. Я Николай Тимофеевич, а это мой внук Андрей. Максим. Андрюня, мне кажется, ему надо в больницу. Там уход получше. Не надо в больницу.
Ну а как родителям-то сообщить? Телефон есть? Никак не сообщить. Погибли они. А как ты в речку попал? Не помню. А стрелял в тебя кто? Не помню. Андрюха, давай вопросы потом. Ему сейчас покойно уже. Давай, отдыхай. Пойдем. Да. О, проснулся уже. Доброе утро. Ну, как самочувствие? Завтракать будешь? Буду. Аппетит есть, это хорошо. Потом перебинтуем. А где Андрей? В город поехал. Дела у него там. Далеко собрался, Максим? Или все-таки Егор? Ты решил, он тебя сдавать поехал? Дурак ты. Я не знал, можно ли вам доверять. Андрюха реально тебе помочь хочет. И вот уже жизнь мордой об асфальт покидала. Давай, пойдем позавтракаем. А у него-то что? Девочка у него была, Настя. Школьная любовь. Ты лекарство пила? Пила. Ну что, эти помогают? Да. Надо взять себя в руки, слышишь? Хорошо? Про Егора что-то известно? Ищут. Привет, дед. Привет. Привет, Максим. Как самочувствие? С Егором все в порядке. С Егором. Смотри, что нашел. По всему городу расклеены. Ну что, Егор, ничего нам не хочешь рассказать? Про погибших родителей, про убийц, которые за тобой охотятся.
Приехали. Может, ты все-таки зайдешь? Нет, у меня совещание. Ну все, давай, отдыхай. Ань, давай помогу, что ли? Мы справимся. Мамульчик, ну что не так? Заходи. Ну, ты его попросила тебя из больницы забрать. Он забрал. Ну, я же думала, что он меня, то есть нас с тобой, к себе отвезет. А мне бы сейчас очень были бы хорошие прогулки на свежем воздухе. Там у него лес, простор, сосны. И ему было бы не так одиноко. Что ты думаешь, что ему одиноко? Он же не сам живет. Он живет с Витой, сестрой Егора. Ну, это совсем не то. Мы могли бы поддержать друг друга, стать настоящей семьей. Да. Это ты размечталась уже, мама. Кого ты такая злая? Ты догадайся с 2 раз. Нет, ну я не понимаю. Если они думают, что ты жив, зачем им так палиться? Легче найти и убить тебя втихаря. А если они думают, что ты уже умер, то зачем вообще все это? Это нелогично. Что здесь нелогично? Добрый отчим, почти папочка, пытается вернуть своего сбежавшего психопасынка. Чтобы никто не подумал, что это он меня. Поубивал бы гадов. Подожди, ты куда? Никуда. Мы не закончили. Я тебе сказала, что я не хочу это день рождения. Мне не нужно никаких праздников. А я хочу. Ты моя единственная дочь. И что? И, между прочим, я тоже имею маленькое отношение к этому событию. Ну так возьми и устрой себе маленький праздник. Ну, хорошо. Я подумала, что, может быть, пригласить отца с этой девочкой, как ее, Вика. А, да, Вита. Ну? Я поняла. Что ты поняла? Что ты поняла? Что ты хочешь? Хочешь таким образом произвести впечатление на отца? Я не собираюсь ни на кого производить никакого впечатления. Я просто подумала, что эта девочка, ей столько всего довелось пережить. А вот пусть бы она и побыла с нами в нормальной домашней обстановке. Понимаешь? Угу. Хорошо. Только я не поеду к ним. Будем праздновать у нас. Ну, хорошо. Ты довольна? Да. Это самое главное. И, кстати, дома никаких скейтов. Да, конечно. Алло, Сереженька. Прости, что я тебя беспокою. Есть кто? Ну чего кричишь? Закрыто у нас, переучет. Поставь, я же просила, стекло без меня не трогай. Вот эту бери. Сюда ставь, аккуратнее. И вторую тоже. Бери давай. Ничего лучше не придумал. А кем мне работать?
Балериной? Деньги нужно зарабатывать. А куда тебе с твоим плечом тяжести таскать? Ты же сам понимаешь, это не выход. А где выход? Не подскажешь? У меня нет денег, ни работы. Вообще ничего нет. Егор, бери мой ноут и работай. Сереженька, дорогой, а вы где? Мы уже за столом вас ждем. В смысле, на кладбище Святой? Так у Ани же сегодня день рождения. Понятно. Ведь они не придут. Я не понимаю, сколько можно нянчиться с чужим ребенком и изображать вселенскую скорбь. Мог бы хоть раз в жизни для своей собственной дочери праздник устроить. Я, если честно, не понимаю, чему ты удивляешься, мам. Ничего нового не произошло. А кроме тебя этот праздник тут никому не нужен. Да, он мне нужен. Но я и говорю. Давайте выпьем за именинницу. Happy birthday. Ловись, ловись, рыбка большая, там маленькая. Егор, ты что молчишь всю дорогу? С рыбой оно как? Разговаривать нужно. Да и правда, что тебе заплющил? Ну, Вроде шажевать начал. У меня сегодня ровно год по отцу. Слышь, может, все-таки в милицию пойдем? Вон у нашего соседа племянник следователем работает. Молодой, но въедливый. Взяток вроде не берет. Я пробовал. А? У Мамаева все схвачено. Ладно, сам с ним разберусь. Че, с ума сошел? Какой из тебя мститель? дед, оставь ты человека в покое. Что надо? Во-первых, я хочу тебя поздравить. Спасибо. Да, с днем рождения. А во-вторых, с сегодняшнего дня ты студентка юридического факультета. Я не подавала документы на юридические. Это наш подарок с мамой тебе.
Я не буду там учиться. Во-первых, маму только что выписали из больницы. Во-вторых, ты расстраиваешь ее гораздо больше. Просто она никогда тебе об этом не скажет. Передай маме. Прости. Аня. Аня, что случилось? Я не знаю. Что, живот? Я не знаю, что сейчас пойдет. Сергей Васильевич? Ну что, что-то с животом? Почти. Я вас поздравляю. Ваша дочь беременна. Позовите ее сюда. Хорошо. Это ж надо совсем мозгов не иметь. Спать непонятно с кем и не предохраняться. Она не хочет делать аборт. Что молчим? Ань, ты так себе всю жизнь можешь испортить. Обо мне ты подумала? Ну что ты хочешь, чтобы у меня инфаркт повторный случился? Хватит меня шантажировать. Это моя жизнь, понятно? И я буду с ней делать все, что я захочу. Сейчас захочу? И выпрыгну, понятно? Делайте, что хотите. Пока.
Привет. Привет. Иди сюда. Ир, скажи, пожалуйста, я могу у тебя некоторое время пожить? Поживи. Что случилось? Родители вчера из-за меня поссорились. Мама мне всю ночь в Москву носила. Я не могу так больше. Слушай, да успокойся ты с этим поступлением. Ну, пойдешь, годик поучишься, потом бросишь. Или на заочку переведешься. Вообще не проблема. Ир, я беременна. Что? Это Егор. Ну, пойдем? Пойдем. А куда мы пойдем? Ну, наконец-то! Привет. Привет, хороший. Так, кто это у нас? А это Егор, мой друг. Он тут немножко поживет. Ну, пока не сниму квартиру. Ты живи сколько хочешь. Татьяна. Егор. Угу, Егор. О, здрасте, пожалуйста. Мы не ждали вас, а вы приперлись. Сюрприз, сюрприз. Ты опять на этом драндулете. Да. Всех собак не распугала. Ну все, привет. Здравствуй, моя родная. Здравствуйте. Так, наливочка. Только компот. Найдем, найдем. Давай. Слушай, ты не говорил, что у тебя есть сестра? Это моя мама. Школа, школа. Опа. Здорово. 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 Ну чё, как ты вообще? Я? Да, нормально. Вот с Польши приехал, у отца жил. А сейчас к мамаше вернулся. Знаешь, что-то не то. Как у вас тут, рассказывай, что? Да нормально, в принципе, все. А чё? Кто это? Это новенькая наша, Витка. У нее, знаешь, очень богатый чел. Привет. Я Фил. Ну ладно, увидимся, да? Давай. Ну давай. Привет, Егор, как дела? Здорово. Да лучше некуда. Одни за сайт обещали 500 баксов, заплатили 150. Другой уже 5-й раз переделывает, заказчик сам не знает, что хочет. А ты чё такой кислый? А у меня курсовую не приняли. Препод говорит, ошибки, неэффективные алгоритмы. Я 1000 раз проверял. Нет там никаких ошибок. Дашь посмотреть? Ты все равно в этом ничего не понимаешь. Ага. Вот этот модуль нужно оптимизировать, он тормозит работу программы. У тебя здесь неправильное отношение к функции. Смотри. Смотри.
Считай до 3 олух. Офигеть. Ты как это сделал? Ты что, шаришь в программировании? Ах. У меня папа был программистом. Он меня немножко поднатаскал в Delphi 7 и в C++. Где ж ты раньше был-то, а? Раньше ты и сам неплохо справлялся. А вот тут вот. Сейчас. О. Тут я живу. Здорово. Хороший домик. Это гостиная, столовая. Тут мы кушаем. Класс. А это каминная. Сейчас тут жарко, поэтому... А это терраса. Я ее очень люблю. Тут так красиво. И солнышко светит. Знаешь, это ты красивая. Правда? Да. Спасибо. Подожди. Я тебе не нравлюсь? Нет, очень нравишься. Просто я еще не готова. К этому нужно готовиться? Ну, вроде бы как надо. Не знаю. Ну, Фил, подожди. Фил, не так быстро стой. Фил, нет. Да что случилось? Тебе нужно уйти. Ты серьезно? Да. Окей. Пока. Привет. Я за вещами некоторым заехала. Может, хватит уже? Возвращайся домой. Мам, я пойду. Нет. Девочка моя. Что? Я не знаю, мамочка, больно. Где больно? Ай, вот здесь очень больно. Садись. Мамочка, пожалуйста, помоги, мне очень больно, что делать. Не буду скрывать, ситуация сложная. У вашей дочери положительный резус. У плода отрицательный. Кровотечение удалось остановить, но из-за него начался резус-конфликт. И кроме того, у плода обнаружились серьезные проблемы с сердцем. Вот список лекарств, которые необходимы. Сохранить беременность будет очень непросто. Да, понятно. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Я... Ты сейчас сходи в аптеку, а я пока с ней договорюсь. Хорошо. Простите, пожалуйста, а какова вероятность, что плод не выживет? Ну, об этом сейчас еще рано говорить. Да, а если вот, это случится, а ничего не угрожает? Ну, на раннем сроке нет. А вот дальше... Хорошо. Да что ж хорошего-то? Вы в курсе, что ваша дочь хочет сохранить этого ребенка? Я хочу сохранить жизнь моей дочери. Если вы это сделаете сейчас, у вашей дочери никогда не будет больше детей. Вы что, вообще хотите остаться без внуков? Конечно, нет. Господи. Егор! Егор! Горище! Егор! Танцуй! Танцуй! Это бабки за первую прогу и новая работенка, а? Давай, собирайся, мы с тобой едем праздновать рождение новой звезды в индустрии программирования Егора Котлера, а? Ну давай! А чё праздновать? Может, мои родители ожили? Или Мамаев сел в тюрьму? Егор, вот так и вся жизнь пройдет.
Пройдет и пройдет. Мне терять нечего. Так, все, бери грушу и гуськом берем. Поехали. Со мной не получилось, ты решила за Егора взяться. Так он сам попросил. Хочешь присоединиться? Нет, не горю желанием. Ты ж смотри осторожней. У него недавно травма была. Да я в курсе. В твоей жалости он не нуждается. Ниже! Доброе утро. Доброе утро. Чай или кофе сделать? Чай, чай. Спасибо. У нас вчера кто-то был в гостях. Нет. Точно. Угу. И просто деньги пропали. Немного, но все-таки. Я не брала. Я тебя не обвиняю. Смотри. Дядя Сереж, это просто одноклассник. Угу. Мы хотели чай попить. Вит, если ты хочешь жить со мной, во-первых, никого не приводи ко мне в дом без моего разрешения. А во-вторых, никогда не ври мне. Вита, прости меня. Вит. Вита! 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 Не делай так больше, что ты. Ты что? Простите, дядя. Я вас подвела. Простите. Да ты что? Да ты что? Я кроме тебя никого нет. Ты самый родной. Все, что осталось, это ты. Простите.
Егор! Егор! Егор!
Ой, какая красота. Все нормально? Да. Дядя Сережа. Егор приходил. В смысле? Ко мне ночью. А, приснился. Нет. Предлагал с ним уехать. Про вас гадости говорил. Я знаю, нужно было сразу вас разбудить, но я не решилась, простите. А где он сейчас? Не знаю. Я сказала, что он должен завязать с наркотиками и что вы поможете его вылечить. А он психанул и ушел. А обо мне что говорил? Что вы убили папу и маму. Что на Егора тоже покушались. Точнее, не вы, а ваш бывший водитель Антон. И ты понимаешь, что ему нужен хороший психолог, стационар. Что еще говорил? Что мы должны поехать за границу. Ну да. Иначе вы что-то сделаете со мной. Я с тобой. Ты Ане ничего не говорила? Нет. Правильно, ты ей ничего не говори. В ее положении сейчас нельзя переживать. Хорошо? Да, конечно. Опять не ешь? Не хочу. Давай. Нет, дядь. Давай. Ужас. Давай, я тебя прошу, давай. Давай, открыла рот. Вот молодец. Спасибо. Может, хватит? Я слабак, Андрюха, понимаешь? Я слабак. Я бы мог убить этого урода, я мог бы просто прирезать его, как свинью паршивую. Но если бы он сопротивлялся, если бы он хотя бы проснулся, если бы он... А так ты убийцей не стал. Что? Это ты мне говоришь? Тот, который готов был голыми руками прирезать этого мажора на Мерсе долбаного, который Настю твою сбил. Да, был готов. Я с самого начала знал. Про липовую медсправку на суде. Про фейковый сердечный приступ во время аварии, что он с родителями в Штат уезжает. Я знал! Знал, но ничего не сделал. Струсил! Поздравляю, братан. Мы с тобой два ссыкуна. Да при чем тут это? Ну, пускай. Я бы до него добрался. Я бы его убил. Что бы это решило? Настю этим не вернешь. А мама бы этого не выдержала. А я к Мамаеву все равно доберусь. Ты и так много для нас сделал. Да не волнуйся, ты спасем и твоего малыша. Да ладно. Я же знаю, что ты его не любишь. Точно так же, как и Егора. Где он? Этот твой Егор, м? Ну почему не люблю? Это мой внук.
ты моя дочь. Я вас люблю обоих. Правда? Если ты есть, если ты меня наказываешь за все, что я сделал, забери меня. Пусть она живет. Пожалуйста. Прошу тебя. Прошу. Ба! О! Ну что, дружок, тебе здесь нравится? Да. Здорово. Ну, где ты бегаешь? Везде. Ну-ка, давай быстро к дедушке. И Жаня, иди сюда быстро. Что ты тяжелее стал, по-моему. Ну что, свечку будем задавать? Да. Да, ну давай. О, ты свечка, давай. Подожди. Давай. Ну что, на раз, два, три. Раз, два, три. Ура! С днем рождения, папа. Спасибо, Жир. С днем рождения, Сереж. Олечка, спасибо. С днем рождения, дядя Сережа. Спасибо. Ну что, девочки мои, я так счастлив, что вы у меня есть. И мальчик. О, мальчик там у нас вообще самый главный. Слушай, у меня же спина болит от этого мальчика, не возьми. Давай, давай. Ну что, пойдемте шампанское пить. Да, идемте к столу. Миша. Так, кто где сядет? Олечка, давай. Ты вот здесь. Да, ага. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Ну что Мишаня у нас пьет? Сока? Сок, конечно. Я хочу торт. Ну, торта потом. А мне шампанское. Сейчас. Так, мне положи что-нибудь. Угу. А где то белье, которое я тебе подарил? В шкафу. Что случилось? Это томатный сок. Кто это сделал? Одноклассники, неважно. Так, садись в машину. Я никуда не сяду. Пошли в машину. Я не хочу. Не хочу. Послушай меня.
Послушай, мы сейчас все исправим. Так, сейчас сначала новое платье, едем в салон красоты, через час ты как новенькая, слышишь? Я никуда не хочу возвращаться. Я уродина. Ты красивая. Посмотри, ты безумно красивая. За весь вечер меня никто не пригласил на танец. И никому не нужна. Никому не нужна. Ты мне нужна. Это он? Да. Да, мам. Все нормально, доехали. Поел. Что такое? Да, мам, неудобно говорить. Давай я тебе позже. Мам. Да, все, мам. Мама. Все, мама. Ты чё? Чего ты? Ты ничего показалось. Ладно, поехали. Черт. Мама, я же тебе сказал, неудобно говорить, я в машине. Да, я пристегнулся, сейчас пристегнусь. Да. Аня, заходи. Знакомьтесь, Анна Сергеевна, руководитель юридического департамента нашего холдинга. Это Эдуард, простите. Ставицкий. Ставицкий, наш потенциальный партнер. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что, Анна Сергеевна, передаю под ваше юридическое крыло. Да. Ань, ты что, меня не узнала? Узнала, я тебя узнала. Я просто подумал. Ладно. Слушай, Аня, ты давно тут работаешь? Эдик, Да. давай мы с тобой расставим все точки над «и». Давай. Сергей Васильевич мой отец. Ого. Почему ты скрывала это в лицее? Ну, потому что я хотела, чтобы ко мне относились как к человеку, а не как к дочери Мамаева. Понял. Я была рада тебя видеть. Я тоже. А этим я займусь. Ну смотри. Это вот ванная, туалет. Это гостиная. Сверху твое рабочее место. Офигеть. Блин. Да это же полный фарш. Егор, ты чертяка, блин, а? Ого. Многофункциональная гостиная. Где кровать? Слышь, ты многофункциональный. Никого сюда не водить. Да я не собирался. Угу. У нас есть дела поважнее. Ого. Ты компы купил?
Завтра отправляешься в логово врага. Куда? В логово врага. Теперь ты, Андрюша, Гриневич Андрей Вениаминович, исполнительный директор компании K-Soft. Да, конечно. Извините. Скажите, пожалуйста, где начальник отдела информационной безопасности? Виктория Дмитриевна? Вон там. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Мне сказали, что вы начальник отдела информационной безопасности. Да, это я. Вы? Девушки иногда разбираются в информационной безопасности. Извините, я не хотел вас обидеть. Андрей Гриневич, начальник компании K-Soft. И мы занимаемся разработкой программного обеспечения для вашего бизнеса с учетом его особенностей. Очень приятно, Виктория Котляр. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Весь софт разработала я сама. Поэтому Это здорово. очень жаль. Но если вам понадобится подрядчик, то вот там Да. вот визиточки есть номер, вы звоните. Вот. Спасибо. Да, до свидания, коллега. Не теряйте. Постараюсь. До свидания. Здравствуйте, Анна Сергеевна. А я к вам. Привет. А у меня обед. Отлично, у меня тоже. Можно к тебе присоединиться? Эдик. Да. Ну я же тебе уже все сказала. Аня, ну это будет исключительно деловой обед. Я специально в перерыв приехал. Ну, пожалуйста, соглашайся. Скажи да. Да? Да? Да. Отлично. Пройдемте, Анна Сергеевна. Красивое платье, мой любимый цвет. Да, я заметила. Я в лицее хотел за тобой всерьез приударить. Ты мне очень нравилась. Эдик. Ну чего ты начинаешь? Уже столько лет прошло. Ну и что столько лет прошло? Ань, ну правда, я даже думал тебе пару раз на свидание позвать. Но все как-то не решался, думал. Ты меня пошлешь, как обычно. Ну, пока я с мыслями собирался, тут как тут появился Котляр. И все. Кстати, что с ним, ты не знаешь? Не знаю. Привет, Егор. Разведка показала, что бизнес Мамаева растет и процветает. Но это не новость. Ладно, подробнее. Юридическим департаментом руководит Анна Сергеевна Герасименко. Все-таки на юридически пошло. Я не удивлен. Да. Но это не главное. Службой компьютерной безопасности руководит Виктория Дмитриевна Котляр. Значит, они обе на него работают. Слушай, я тут подумал, она ведь не замужем. Может, я поухаживаю за ней немножко, разведаю секреты фирмы Мамаева. Ухаживаю? За моей сестрой?
Ну я же не спать с ней собираюсь. Егор, это для дела. Ну, пару комплиментов и все. Че там Аня? Аня тоже не замужем. Но... у нее есть сын. Подробностей я не знаю. Если хочешь, могу выведать. Да нет. Не нужно. Друзья вынырнули из тоннеля и очутились среди полей на ярком солнышке. «Ну и далеко же мы заехали. Пора возвращаться, Билли», — встревоженно сказал Эмми. «Ладно». Мам, а ты любишь своего папу? Понимаешь, просто твой дедушка очень сложный человек. А мой папа тоже сложный человек, как дедушка. Нет. Ты что, твой папа вот совсем другой. А какой? Ну, я не знаю, как он сейчас. Я его очень давно не видела. А как он был? Был очень добрый, смелый и очень вспыльчивый. Представляешь, уехал куда-то и совсем обиделся на меня. Не бойся, мам. Я тебя никогда никуда не уеду. Мой хороший. Все? Будем спать? Спокойной ночи. Спокойной. Андрей? Виктория Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? В обеденный перерыв люблю пофотографировать в парке. А, ну, здорово. Да. А вы? А я вот тут живу, недавно переехал. Здорово. Вот. Вот. Хорошего дня вам. И вам. Андрей! Ну и заказик у вас. Распишитесь. Здесь. Все, спасибо. Спасибо вам. У тебя очень классные фотографии. Спасибо. А ты... Вы. Ты? Ты где-то выставляешься? Нет, фотографирую для себя. А я тоже иногда фотографирую. А. Но тоже для себя. Угу. Это получается, каждый день ты сюда сбегаешь с работы. Да. Только А завтра во сколько обеденный перерыв? в 2. Буду.
Идем? Мам, а можно погулять с пацанами? Хорошо. Только недолго. Ты слышал меня? Какого черта ты к ней попёрся? Аня стопудово все отцу расскажет. Не знаю, ноги сами привели. Офигеть, ноги привели. Да какая разница? Скрываться больше нет смысла. Пора активно действовать. Проверку твоя фирма прошла успешно. Договор с нашим холдингом я подписала. Так что я тебя поздравляю. Это все. А что, все? Ну, я свою миссию выполнила. А, я понял, Анна Сергеевна. Хотите от меня избавиться? Не выйдет. Ань, а можно тебя пригласить на неделовой ужин? Нет? На дружеский? Эдуард Петрович. Да. У меня очень много работы. Еще раз поздравляю. Спасибо. Черт. Что такое? Да не удается в систему к ним зайти, хоть убей. Слушай, а может я все-таки встречусь с Витой? Перестань. Никаких секретов Вита тебе не выдаст. Или ты что, запал на нее? Нет. А ты что, против? Да, взрослые люди, разберетесь сами. Да, я в парке. Ты же знаешь, я люблю... Угу. Скоро буду. Обнимаю. Ты только что меня сфотографировал. Да. Ты меня сфотографировал. Ну да. Посмотри. Удали. Ну, отличная же фотография. Удали. Хорошо, я удалю. Только скажи, почему. Потому что я фотограф, а не модель. Ты мне нравишься. Андрей, у меня есть другой. Мне пора. Сядь. А то
просто упадешь. Рискни. Твоя сестра? Любовница Мамаева. Представляешь? Она телефон в парке забыла. Случайно. Там даже пароль был. А я с этим справился. Вот урода. Перестань. Она уже взрослая. Она может спать с кем захочет. Че ты мелешь? Че не понимаешь, что там мразь спит с моей сестрой? Поехали, покажешь, где ты его нашел. Зачем? Потому что она искать его начнет. Это ж нужно было быть такой разявой. Конечно. Так, оплатить кто будет? Он. У тебя совесть есть? У меня денег ни копейки. Это твои проблемы. Так, ребята, или платим, или я вызываю сейчас полицию. Ну тогда я тоже приехал. Платит она. Ань! Привет. Привет. Дай денег. Случилось что-то? Развожусь. Это же надо было быть такой растяпой. Слава богу. Вон Вита. Пошли. Андрей. Ира, ну ты, как всегда, из крайности в крайность. Ты бы меня подождала. Правильно. А мне налить не надо? Надо. Давай, расскажи мне. Ты разве не понимала, что Стасик будет тебе изменять? Понимала. Зачем с ним связалась? У него же на лбу все написано. Спасибо. Ты знаешь, какой у нас с ним был секс? Я же хоть как-то пытаюсь наладить свою жизнь. А ты что? Ты ж у нас закрылась в свое материнство, как ракушки. И делаешь вид, что все в порядке, да? У меня действительно все в порядке. Я на днях встретилась со своим одноклассником. И он пригласил меня на свидание. Ага. Слушай. Эдуард Ставицкий. Звучит, правда? И? Ну, и я не знаю, пойду я или нет. Все в порядке, да? Работаем, Андрюх. У нас есть ключик к воротам ада. Я выхожу из игры.
Ты завидный, да? А это не твое дело. Как это не мое дело? Вы вдвоем единственные мои родные люди. Ты же даже не представляешь себе, какой Мамаев манипулятор. Он держит ее на крючке. Понимаешь? За нее бороться надо, брат. До конца. Разве ты за Аню боролся? При чем здесь Аня? То выходит, ты ее не любил. Так какого черта ты мне даешь советы? Тебе наплевать, что будет с твоей любимой. Что будет с твоей сестрой. Да ты же разрушишь их жизни. То есть ты считаешь, что у Виты счастливая жизнь? М? Я считаю, что Вита свободный человек. И вправе сама выбирать, с кем ей быть. А Мамаев ей выбора не давал. Ну и Валя. Без тебя справимся. Привет. Привет. Где ты пропадал? Работал. Начала программистом на большой IT-компании. Потом открыл 3 свои стартапа. Класс. А я вот с мужем развожусь. Слушай, дело к тебе есть. Нужно, чтобы ты узнала кое-какую информацию про Аню и ее отца. Хочешь с ней помириться? Меня интересует исключительно Мамаев. Аня постольку, поскольку она его дочь. Сделаешь? Не бесплатно. Хочешь, чтобы я продавала секреты лучшей подруги? Прикольно. И во сколько ты оцениваешь женскую дружбу? Это аванс. Сделаешь? Я подумаю.